Друзья, добрый день, меня зовут Катя, и вы на канале, посвященном красивым вещам, сделанным своими руками. Сегодняшнее видео будет о вышивке крестиком, и если вам интересно, то, пожалуйста, оставайтесь. If you are English-speaking viewers, please switch on the English subtitles. Thank you very much. Have a good time. Давайте начнем. Давно уже не было видео на вышивальные темы. Ребята, жизнь такая, что заставляет немножко нас делать приоритеты, выбирать, двигать планы. Ничего страшного в этом нет. Вышивку я ни в коем случае не забрасываю, не забросила и не буду забрасывать. Это очень любимая часть моей жизни. Видите, я всегда на фоне своих работ, здесь. Я без этого совершенно никуда. И сегодня покажу вам новые готовые вышивки. Свои мамины побольше, мои поменьше. Покажу процессы и покажу покупки, поэтому давайте перейдем уже к видео. Начнем сразу с козырей. Первая работа, которую я вам хочу показать, это законченный совершенно процесс от компании Riolis «Акварельные флоксы». Вот так вот выглядит обложка набора Riolis номер 1069. Он у меня 100 лет уже лежит. Лежал. Мама довышивала душу розы. Я вам сейчас ее тоже покажу. Хорошего должно быть много. И говорит мне: давай мне неси что-нибудь, но попроще. И я ей притащила стопочку наборов, среди которых она выбрала вот эти акварельные флоксы. И очень быстро их вышила. Сам сюжет, он такой классный. Розовые флоксы, белые флоксы, цвета фуксии. Мы как раз сейчас в саду насажали очень много таких цветов. Ну, не очень много, три кустика, но они разрастутся, потом будут красивые, ароматные. Если вам интересны видео про сад, вы их еще не смотрели, можете пройти по ссылочке. Я там только начинаю садоводничать и делаю кучу ошибок, но очень сильно стараюсь. Значит, ниточки были вот на такой, по-моему, палеточке. Вот все остатки, всех ниток хватило. Здесь только хлопчатобумажные малине, потому что какие-то наборы, по-моему, Riolis из этой серии есть вместе с акриловыми ниточками. Так, ну да, только хлопок мулине анкор. Хорошие ниточки, мама не жаловалась ни на что, ни на канву, ни на ниточки. Единственное, что-то она там у меня ворчала, что то ли быстро все это закончилось, то ли вышивать Dimensions интереснее. Ну вот, знаете, как-то так. Но, тем не менее, наборчик вышит. Давайте вам еще раз покажу отшив. Схемка вот такая вот, цветосимвольная, крупная, хорошая. Еще из старых риолисовских наборов. Ну и результат, конечно, очень красивый. Вот такая вот охапка цветов, небольшая корзиночка. Посмотрите, какая прелесть. Очень красиво. Мне так нравится. Я люблю этот набор. Мама говорит: на, как-нибудь в какую-нибудь рамку оформили или вообще подушку сшей. Какая подушка? Тут будет белоснежная рама, и все это будет украшать, я думаю, даже мое рабочее место, чтобы я любовалась на это каждый день. Посмотрите, какая прелесть. Вспоминала о лете, вспоминала о своем садике, который с каждым годом будет все хорошеть. Я так думаю, очень на это надеюсь. Ну, в общем, вот, вышивка прекрасная. Полукрестик есть, полукрестик. Маман у меня молодец. Она разобралась, что полукрестик здесь не такой полукрестик, как в Dimensions. Вот здесь вот, смотрите, вот здесь вот. Здесь полукрест, и вот здесь видно, что направление полукреста, вернее, совпадает с верхним стежком крестика, и оно немножко другое, не такое, в смысле, немножко другое, противоположное с Dimensions. Только что она вышивала душу розы, тут прямо она вот молодец, она сориентировалась в этом во всем и справилась с работой. Еще раз вам показываю, очень красиво. Очень красиво. Работа большая. Я думала, что букетик будет поменьше, что он будет, ну вот, может быть, с это большое пятно. Но нет. Приличного размера работа. Очень рекомендую. Классно смотрится. Особенно, я думаю, будет с белой рамой смотреться прям потрясающе.
Вот та самая душа розы, которую вышивала мама. Это не моя работа, и предыдущая тоже не моя. Но поскольку мне своего показать вам нечего, я хвастаюсь ее работами. Значит, вот здесь вот проходит линия стыковки. Я думаю, вы на камеру ее видите. Но согласитесь, что это вот вообще вот ерунда совершенная. Я работу постирала. Это, конечно, как любой риолис, она так скошилась, чуть-чуть подсела. Я ее несколько раз уже проходила утюгом с паром. Решила, все, больше я не буду. Пойду в багетку, там мне ее натянут хорошо. И вот ровно так же, как у меня было с балериной. Потому что ее, во-первых, перекосила. Во-вторых, она вот прям вот вся вот такая вот ниточки подсели чуть больше, чем ткань, и смотрелась такими неприятными фалдами, некрасивыми. Но все, багетка все исправит. В общем, вот такая вот история. Очень красивая. Очень красивая. Я прям ее обожаю. Классная, классная, классная. Это, конечно, ковер. Вот сзади мы, посмотрите, состыковали при помощи клеевого флизелина, проклеили, подшили 2 кусочка ткани и продолжили вышивку. Вот если честно, я со своим плохим зрением вообще стыковки этой не вижу. Ну, я, конечно, вижу ее зрительно, вот когда вот так смотрю, я думала, что стеклом закроется, багетом отвлечется и будет прям потрясающе. Потрясающее что-то. Очень буду надеяться, что мне получится оформить это дело до конца года. Не хочу, если честно, экономить на багете. Хочу сделать красивую раму с паспорту, чтобы это было... У меня не цель сделать дорого-богато, но чтобы было оформление достойно. Я вижу ее в академической такой раме с бронзовым налетом, с золотыми, может быть, кантиками. Ну, в общем, все как мы любим. Чем дело закончится, как обычно, с багеткой неизвестно. Мой единственный финиш на сегодня – это вот этот домик. Извините меня, вот чуть-чуть помялась, я готовилась, я все нагладила, я все постирала, привела в порядок, но сейчас вот, видимо, собиралась и немного уголочек помяла. Значит, вот такая вот хорошенькая миниатюрка. Это схема была, наборчик, вернее, маленький наборчик вместе с ниточками и с бисером. Бисерок я тут еще не пришила. Сюжет называется «Сдается в аренду оплата песнями». Вот такой вот весенний скворечник и красивая маленькая такая вот маленький букетик из цветов. Мне кажется, это цветы яблони. Вот тут вот вербочка видна и перышки. И надпись «For Rent». Ну вот, сдается в аренду. Это продукт сотрудничества 2 дизайнеров, 2 талантливых девушек, Юлии Мартыненко и Екатерины Сницарь. Екатерина известна как автор игольничек вот этих вот тыковок. И заказывала вот эту игольничку и купила на пробу 2 наборчика очень красивых. Вот этот вот домик и к нему очень красивый тоже дизайн, вот такой вот парный. Это весеннее такое гнездышко, можно даже сказать, пасхальное. Ну, вот они прям, мне кажется, пара. У меня есть планы на вышивку, на оформление вот этого всего, и мне надо вышить 2 дизайн. Пока я его не доделаю, оформлять никак не буду. Оформление будет текстильное, в какую-нибудь прикладную хорошенькую вещицу. Вот сейчас только тут бисер добавлю, и работа моя закончена. Хоть какой-то у меня финиш. У меня было видео с распаковкой вот этих наборов, что внутри вы можете посмотреть. Где-нибудь тут тоже добавлю ссылочку. И кому интересно или кто-то пропустил, пожалуйста,
приходите, посмотрите. Очень миленькие наборчики. Вышивала ниточками DMC. Основа была у меня в запасах. Это Линда 27 каунта, такого нежненького, красивого голубого цвета. Очень красивая подборочка ниток, пастельные тона. Ребята, очень много бэка. Бэк нормальный, бояться его не стоит. Единственное, что у меня всегда вызывает трепетный страх, это вот такие длинные линии. Ну, потому что из одной точки вошел в другую, вышел, и чтобы они не болтались, я их дополнительно фиксирую, как бы прихвачиваю, как будто бы это кординг, да, или коучинг, ну, неважно, коучинг, наверное. Ну, то есть ниточку подхватываю, чтобы она не болталась, не провисала, а в целом, несмотря на то, что это достаточно небольшой по размеру наборчик, тут, знаете, есть чем позаниматься. Это такой достойный совершенно внимания объект для вышивки. Здесь и бленды, здесь и достаточно частая смена цветов, и крестик, и полукрестик. Я насчитала 1, 2, 3, 4, 5, 6 разновидностей бэкстич. Сейчас, конечно, я ничего не взяла, не приготовила. Может быть, ну да, где-то так. И очень нравится, как выглядит. Посмотрите, как прорисовались вербочки. То есть пока ты вышиваешь, там просто какие-то белые пятнышки. Непонятно даже, если не смотреть на превью, то непонятно, что это такое. Посмотрите, какие красивые получились ветки верб. Просто замечательное перышко, такой достаточно ненавязчивый такой бэкстич, очень деликатный. Черного, кстати, бэка нет. Вот этот темный бэк, которым выполнена крыша. И надпись это какой-то такой угольно-темно-серый цвет, и он смотрится, ну, намного лучше, чем я бы просто черным это все обвела. В общем, вот такой финиш, вот свеженький, сегодня постиранный, сегодня поглаженный. Прям, можно сказать, с пялец. Насчет пялица, эта работа была у меня на пяльцах Нурге, и вот посмотрите, заломчики-то остались. Я и стирала, и долго в воде замачивала, и хорошенечко гладила, и, в общем, что только не делала, но заломчики остались. Вот. В моем случае ничего страшного, потому что это будет оформление текстильное, и все равно останется практически, ну, вот так я все это сверну, будет в основном только вышивка, плюс еще буду парить, еще, наверное, постираю разик, попробую что-то с этим сделать. Но вот неприятненько такие сюрпризы, причем я вышивала на Нурге ткань очень сильно похожую на лен пермин. Я не уверена, что это она, что именно это лен пермин. И там следов у меня не осталось, хотя были даже моменты, когда ниточки разошлись. Но это все дело после стирки как-то собралось воедино. Плюс я где-то иголочкой подправила, утюжком, и все прям прекрасно встало. Но вот это как-то вот вообще-то не очень радует. На мягкой конве следы остались. Вот. Еще покажу вам 2 процесса, над которыми я работала вот за последнее время, которые немножечко мне удалось продвинуть. Первый процесс это этот Rocky Point от Dimensions. У меня было совсем что-то тут немножко морешко вышито, немножко камушек. Вот я вышила уже здание маяка и сам маяк до башни. Лес вышила вот этот темный, вот эти вот что-то тут сушится. И вот куда-то, в общем, я продолжаю экспансию. Вот этот кусок неба у меня появился сейчас. Вот эти вот 2 елки или что там, отголоски неба. В общем, вот этот вот процесс у меня вышивается. Мне очень нравится. И, конечно, я перешла на раму, на станок. Вот видно, что кончики
скручиваются, это ерунда. Вышивать намного удобнее и намного быстрее, когда у тебя обе руки в процессе, а не одна рука занята пяльцами. И, в общем, ну вот, результат потрясающий. Тут еще нет никакого бэкстич, нет вообще ничего, но стараюсь зашивать сразу все полностью. Кое-где, конечно, есть у меня пустые вот эти вот участки, но все равно выглядит все это потрясающе. Класс, мне очень нравится. И всем нравится, кто видит вот эту работу, всем нравится. Всем нравится. И что хочу сказать, что эта работа она не сложная. Она требует, конечно, вашего внимания, то есть это не то, что можно вышивать между делом. Тут надо все равно вот пристроить ее на станок. Во-первых, канва жесткая. Этот процесс у меня, в отличие от предыдущего, с пяльцами Нурги разбирается очень быстро. Я сломала пяльца, когда пыталась вот эту жесткую канву запялить в них. И, в общем, потом пыталась натянуть на деревянные пяльца. Она вообще не натягивается. И я решила, что станок мой лучший друг, и поэтому натянула на станочек иволгу, и вот так мы с ним подружились. И когда вы полностью увлечены этим процессом, вы на нем сосредоточены, сконцентрированы, вы видите эти цветные пятнышки, и работа на самом деле хорошо идет и быстро. Тут ничего нет сложного, ни в волне, ни в этих камнях, ни в маяке уж подавно. А как маяк, ребята, сделан? Вот пока не отвлекает нас бэкстич, посмотрите, сиреневая полоса, потом идет бленд сиреневого с таким слегка цвета какао, потом переходит в желтый и заканчивается светло-желтым, ну вот как бы как солнце светит на маяк, очень классно. И очень мне понравилось, как подобраны цвета в домике, вот в этом тоже видны, что в окошках отражается свет, в общем, все это классно смотрится, просто потрясающе. Не буду спойлерить, вдруг кто-то вышивает или еще только будет вышивать, не бойтесь, совершенно это нормальный стандартный дименшеновский процесс, в нем ничего такого, вот такого совершенно нет. Еще один процесс, над которым я работала, это вторая часть сэмплера про изумрудный город. Давайте как-нибудь вот так. Вот. Первая часть сейчас, вот она, где домик. Там я вам ее показывала уже достаточно близко и детально. И вторая часть вот это вот, где появляется волшебница голубой, по-моему, страны и страшила. Бесплатная схемка от компании «Совиный лес», совместничек. Я безнадежно уже отстала и до сих пор хочу вышивать эту работу, поэтому я взяла свой темп и просто вышиваю в свое удовольствие. Здесь я особо ниточек никаких не добавляла, ни ручного окрашивания, ничего. Единственное, что кукурузку я тоже сделала меланжем, да, по-моему, меланжем DMC. Номер я, конечно, не помню, я вам напишу. И все, остальное все по ключу. Ребята, все по ключу. Из украшений единственное, вот здесь вот страшили на шляпу, повесила бубенчик, потому что я помню, я «Волшебник в стране Оз» не читала, а Волкова, конечно, Волков был зачитан до дыр. И я помню, что вокруг него, вокруг шляпы висели бубенцы, либо ему потом повесили, когда они его в добрый путь отправляли. Ну, в общем, бубенчик и шляпа страшила, в моем понимании, это вещи неразрывные, поэтому вот какой нашла у себя дома, латунный такой, он даже вроде по размеру не сильно
не сильно большой получился, то есть подходит. Ну и когда берешь работу, она вот так позвякивает. В целом вот 2 этапа у меня закончены, нижний ярус выполнен, и я буду переходить на второй ряд. На втором ряду у нас встреча с дровосеком, со львом и с мышками, с королевой мышей. Вышиваю на вот такой вот красивой основе Ева. Она неоднородная, с прожилочками. Вышивать интересно. Крестики получаются разные, кто в лес, кто по дрова, но вот на самом деле интересно. Вот. И в связи с тем, что это такой не совсем стандартный сэмплер, он сказочный, вообще вот можно не церемониться с цветами, брать любые, какие тебе нравятся, яркие, приглушенные. Вот здесь вот я отрывалась на голубом, просто вообще праздник. Просто праздник. Ребята, с процессами все. У меня в этом сезоне летнем, не в месяце, нет, в этом летнем сезоне есть целая одна покупка. Ну, сейчас скажете, ой, ты туда же, да, и я туда же. Все, это единственное, что меня интересует из всех перевыпусков. Наконец-то он мой. Обошелся он мне где-то в 300 с чем-то, плюс доставка 300 рублей. Ну, посчитайте, 3600. 3700. Самая дешевая цена, которая встречалась мне до этого, была 4,5. Ну, то есть я уже купила дешевле, чем те предложения, которые встречались на моем пути. Я довышиваю маяк и возьму следующий процесс за него. Когда это будет, я не знаю. Начинать 2 набора Gold что-то мне пока не хочется, но если захочется, я обязательно его сделаю. Вот такие, друзья, были мои небольшие новости. У меня вообще-то есть еще пару проектов, но я их пока немножко попридержу, потому что мне хочется сделать одно интересное видео. Я закончила куколку, по ней тоже будет отдельное видео. И на сегодня это все. Вышивайте с удовольствием, делитесь своими работами, заходите ко мне в гости в Инстаграм, Vintage Needles с нижним прочерком. Буду рада вас там видеть. У нас сейчас там проходит игра, которая началась 1 где-то или какого-то, ну, в общем, в начале января, и вот до сих пор она идет, и до конца года будет еще идти. Можно к ней присоединиться. Все ссылочки и хэштеги оставлю в инфобоксе. Жду вас в гости в следующем видео. Пока!